В Татарстане задержали группу предполагаемых фальшивомонетчиков. Они подделывали купюры достоинством 200 евро в подпольном цехе в Зеленодольске. Визит полицейских застал их в самый разгар рабочего процесса. Кадры задержания в сюжете Айрата Назипова. Это уже финал операции по задержанию вероятных фальшивомонетчиков. Как считает следствие, производство поддельных купюр организовал 44-летний житель города, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Свой план он решил воплотить в жизнь вместе с 33-летним товарищем, с которым познакомился в местах лишения свободы. Также с ними работали трое ранее несудимых жителей Челнов. Что здесь делали? Здесь работали. Что делали? Таблички для Марбума делали. По версии стражи порядка, в прошлом году предполагаемые злоумышленники арендовали подпольный цех в Зеленодольске. Тогда же закупили оборудование, расходные материалы и химические компоненты для изготовления фальшивок. К маю этого года у них был налажен полный цикл серийного производства поддельных денежных знаков. Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемые планировали изготовление крупной партии поддельных купюр, которые собирались сбыть через одного из членов группы, 38-летнего жителя Набережных Челнов, вне территории Российской Федерации за 50% от курса Центробанка Российской Федерации. Во время обыска в подпольной типографии оперативники изъяли готовую подделку достоинством 200 евро и 86 частично готовых купюр. Что печатать пробовали? Вон на столе лежит. Что там на столе лежит? От купюр сторона одна. От купюр сторона? От каких купюр? Денежных средств? Да. Какой номинал? 1000. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег». Организатора и двух участников группы взяли под стражу. Еще двое подозреваемых пошли на сделку со следствием и дали признательные показания. Решением суда они отправлены под домашний арест. Сейчас правоохранители устанавливают канал сбыта фальшивок. Всех, кто обладает информацией о деятельности группы, стражи порядка просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Айрат Назипов, вызов 112.